1932 год. Памир. В марте по решению Совнаркома Советского Союза в Таджикистан на Памир отправляется экспедиция ученых-географов и картографов с целью определения границ Советской Республики Таджикистан с соседними Китаем и Афганистаном. Экспедиция, начавшаяся в марте 1932 года, неспешно все лето продвигается по Памиру, производя замеры, расчеты, уточняя карты. И когда экспедиция добирается до границы западного Памира с Афганистаном, то местные жители все чаще и чаще начинают рассказывать о некоем ужасе, страшной силе, невероятной опасности, заключенной в горах. Ученые, тем не менее, продолжают исследования, пробираясь все дальше и дальше. В отчете одного из участников той экспедиции, геолога Воскобойникова, записано буквально следующее. Мы оказались перед глухой стеной, закрывающей ущелье, что было странно. Посоветовавшись, мы решили продолжить восхождение. И через день увидели то, что потрясло нас всех. Перед нами было огромное горное озеро. Немногочисленные жители местных кишлаков называют его Саресским. Вскоре, после обнаружения высокогорного озера на Памире, в Москву из Душанбе идут секретные стенограммы. Советское правительство снаряжает с 1934 по 1939 годы около десятка масштабных научных экспедиций, проходивших под грифом «секретно». Весь этот район, словно созданный для горного туризма, объявляется закрытым. Известно только, что на основе докладов по проблеме Саресского озера руководству Таджикской ССР было предложено срочно переселить значительную часть жителей Таджикистана в другие регионы страны. Но разразившаяся Вторая мировая война смешала все планы, и массовой эвакуации людей проведено не было. И загадка опасности, якобы исходившая от Сареза, так и не была раскрыта. Можем ли мы проникнуть в эту десятилетиями закрытую для любых посещений местность и разгадать тайну Саресского озера, так напугавшего в свое время ученых? И было бы очень интересно понять, исчезла ли таинственная угроза, исходящая от озера, или нет. Перед нами довольно необычная загадка. Какую опасность для человечества может представлять озеро? Существует много видов стихий, которые могут причинить разрушение. Горные реки, способные разлиться от таяния снегов, землетрясения, стирающие с лица земли целые города, цунами и штормы, оползни и извержения вулканов. Но истории пока неизвестны случаи, чтобы опасность для людей представляли обычные озера. Вот какое определение озера дает естественно-научная энциклопедия. Озеро – это замкнутое углубление суши, в которое стекают и скапливаются поверхностные и подземные воды. Благодаря значительной тепловой инерции водных масс озера смягчают климат прилегающих районов, уменьшая годовые и сезонные колебания метеорологических элементов. Обычно озера являются местом высокой концентрации представителей флоры и фауны. Изучив это определение, а также обратившись к истории озер на Земле, мы оказались в полном недоумении. Никакой, даже чисто гипотетической опасности от озера исходить не должно. Трудно представить более спокойное и безопасное природное образование. Возможно, загадка озера Сарес заключается в каких-то его особых свойствах. Быть может, в химическом составе воды. Другие варианты пока трудно предположить даже в виде гипотезы. Мы решили
не перебирать всевозможные фантастические варианты, а собрать всю доступную информацию о Саресском озере. Достоверно известно, что находится оно на Памире, а Памир, несмотря на всю свою удаленность и труднодоступность, подробно описан в трудах путешественников и ученых. А значит, у нас есть шанс встретить и описание озера Сарес. И искать мы будем не вслепую. Мы запросили в Институте географии РАН координаты озера. Обнаружив геофизическую карту Памира, мы установили, что местоположение озера соответствует координатам Бартангского ущелья. Значит, надо найти описание путешественников и ученых, изучавших именно этот район. Перебирая их труды, мы, к своему удивлению, обнаружили упоминание о Памире в книге известнейшего венецианского путешественника XIII века Марко Поло. Оказывается, уже в то давнее время он смог оказаться на Памире и даже пройти его насквозь. Значит, и у нас есть шанс найти упоминание о Сарезе и в работах ученых более позднего периода. Памир неоднократно изучался ведущими учеными Российской империи, а позже Советского Союза. Вот только несколько имен. Ашанин, открывший самый большой ледник горно-долинного типа, ледник Федченко. С 1878 года начала работать Фергано-Памирская экспедиция, руководимая геологами Мушкетовым и Северцевым. В 1883 году по Бадахшану путешествует Регель, а 2 года спустя Иванов, давший первое четкое географическое описание Памира. Страница за страницей мы просматривали отчеты об экспедициях, доклады, научные статьи. И, наконец, пришли к выводу, что по Бартангскому ущелью проходило как минимум 5 научных экспедиций. Только вот ни одна из них не оставила нам даже краткого упоминания о Саресском озере. Это было крайне странно, потому что ученые имели привычку описывать малейшие изменения местности. Тогда мы решили пойти другим путем и запросили карту Памира начала 20 века, составленную по результатам исследования этой горной области. Вот Хорог, вот русло реки Мургаб. Вот где-то здесь, судя по координатам, должно находиться Саресское озеро. Но никакого озера на карте нет. Получается, что нам надо искать то, что по одним сведениям хранит в себе страшную угрозу, а по другим просто не существует. Но у нас оставался еще один выход. Мы сделали запрос в Российское космическое агентство с просьбой предоставить нам снимок из космоса, на котором будет запечатлен район с установленными нами координатами. Через неделю мы получили снимок. Это было невероятно. Мы просто не могли поверить своим глазам. Между высокогорных хребтов Памира мы видели не просто озеро, а огромную водную гладь, протянувшуюся на десятки километров и больше напоминающее море. Это и было Саресское озеро. Но как могло случиться, что такое огромное водное пространство не обнаружила ни одна из научных экспедиций, а на картах прошлого века его вообще нет? Мы все-таки обнаружили озеро, которое вызвало такую тревогу у советских ученых. Чтобы понять, в чем заключается опасность этого необъяснимого пока феномена, мы отправляемся на место, в Таджикистан, где нам предстоит уникальная экспедиция в самое сердце Памира. Но прибыв в Душанбе, мы не сразу отправились в путь к озеру. Надо было попытаться для начала понять условия предстоящей экспедиции. Дело в том, что озеро Сарес находится на значительном удалении от всех крупных населенных пунктов Таджикистана. Путь к нему долг, и значительная его часть будет идти далеко на юг по границе с Афганистаном, чтобы потом резко повернуть на восток в самое сердце гор.
Мы решили обратиться за помощью к МЧС Таджикистана, ведь предстояло отправиться в один из самых малоизученных и труднодоступных регионов мира. Памир – горная система на юге Средней Азии. Памир находится на соединении трех мощнейших горных систем – Гиндукуша, Кунь-Луня и Тянь-Шаня, общей площадью примерно 64 тысячи квадратных километров. По самым предварительным данным, на территории всего Памира проживает не более 98 тысяч человек. Многие народности и языковые группы этого региона до сих пор мало изучены и представляют собой белое пятно в современной этнографии. Для предстоящей экспедиции мы взяли с собой спутниковую связь, чтобы иметь возможность связаться как с Душанбе, так и с Москвой. Никто не знал, какая предстоит дорога и сколько времени она займет. Если верить карте, то после того, как мы будем вынуждены свернуть в сторону от таджико-афганской границы, ехать нам придется уже по местным грунтовым дорогам. Судя по фотографии из космоса, озеро Сарез должно располагаться на высоте намного большей, чем будет проходить наш путь. Значит, предстоит еще и нелегкий подъем. Мы решили взять с собой максимум снаряжения для горных переходов. Перед нашей экспедицией стоит несколько важных задач. Мы должны не только добраться до самого озера, расположенного в другой части страны, но и по пути собрать всю возможную информацию о характере опасности, связанной с Сарезом. Мы отправляемся в исключительно удаленный регион, не догадываясь, что нас может там ожидать. Сможем ли мы понять, в чем заключается опасность Сарезского озера? Сначала дорога, ведущая на юг, была почти идеальной и проходила по равнине. Горы появились в виду только через несколько часов пути. Те горы вдалеке – это Дарвазский хребет, северная часть Памирского Нагорья. Сарезское озеро скрывается примерно за 10 такими хребтами. Теперь нам предстоит двигаться строго на юг. Постепенно горы поднимались все выше и выше, и асфальт сменился местной грунтовой дорогой. Сейчас дорога поворачивает на юг и уходит дальше между двух хребтов. Это северо-западные ворота Памира. Вскоре дорога пошла резко вверх, и мы поняли, что дальнейший наш путь лежит над глубокими обрывами и пропастями. Иногда казалось, что машина вот-вот рухнет вниз. В первый же день нашего путешествия мы поняли, что Памир не допускает к себе слабых людей. Андрей, добро пожаловать на Памир. Мы заехали сейчас на территорию западного Памира. Будем подниматься все в гор до вершины, вот этот снег. А какое расстояние сейчас нас отделяет от Сареза? Ну, мы приехали от Душанбе около 200 километров. Остается нам 420 километров, чтобы дойти до Сареза. Вот я смотрю, снежники на вершинах. Большой перепад высот нас ожидает. Да, перепад, мы сейчас вот, находимся где-то на высоте 1600 метров, отъехали вот от начала Памира. Будем подниматься на вершине перевала, это 3300. Потом будем спускаться опять на долине реки Пянш, на границе. Там будет 900 метров.
И будем вдоль реки подниматься опять в сторону Сарез и до 3-4. Перепад высоты будет часто. Сейчас погода хорошая. Если она ухудшится, это сильно осложнит наш маршрут. И нам повезло сегодня, что вот такая погода. И быстрее нам надо ехать и дойти до Сареза. Сначала приехать на месте. И вообще по этому участке дороги, вот где будем проезжать, когда дожди идут, очень сложные участки, где камнепад, лавины. Бывает, что неделями закрывается дорога. Поэтому нам надо торопиться скорее. Информация о погоде в дороге была необычайно важной. Еще в Душанбе перед отправлением нас предупредили, что если погода испортится, мы можем просто не добраться до Сареза. Вскоре начало быстро темнеть, и нам во что бы то ни стало нужно добраться до какого-либо населенного пункта. Оставаться ночью на дороге небезопасно, ведь мы находимся прямо на границе с Афганистаном. Под нами внизу течет река Пяндж. Она является границей между Таджикистаном и Афганистаном. Тот берег уже северный Афганистан, а горы справа от меня западный Памир. Километров через 300 должен открыться горный проход, который приведет нас к Сарезу. Более мрачного и величественного горного края мы еще никогда не видели. Темные массивные горы смыкались у нас высоко над головой, и временами не было видно неба. Местность казалась безлюдной, и только изредка на другом берегу реки Пяндж мы видели афганские кишлаки. Мы заехали в Бартангское ущелье. Если верить данным, полученным со спутника, то до Сарезского озера осталось не более 130 километров. Наше многодневное путешествие приближается к финалу. И скоро мы увидим озеро, загадка которого нам совершенно не ясна. Стоило нам только въехать в узкое Бартангское ущелье, как погода сразу испортилась. И продолжать путь пришлось по разбитой, едва заметной дороге. Но повернуть обратно мы уже не могли. До озера Сарез оставалось около 100 километров. В ущелье мы видели немногочисленные кишлаки и совершенно умиротворенную, спокойную жизнь этого края. Какая опасность могла угрожать этим поселениям Бартангского ущелья? Но постепенно погода опять изменилась, дорога немного улучшилась, и мы выехали на Памирское Нагорье. Горы вокруг стали еще более величественны, и мы поняли, что Памир совсем не зря называют крышей мира. И вскоре нас ожидал первый сюрприз.
Андрей, пожалуйста, познакомьтесь. Здравствуйте. Это мой отец. Здравствуйте. Мавлодот. Приятно. Это третье поколение, наблюдатель за состоянием озера Сарез. Скажите, а с какого года вы наблюдали за Сарезским озером? 65-го года. И постоянно следили за этой тревогой. Когда поднимется в воду, и тревога идет, и сразу это сообщаем вот в центр района. Нам хотелось узнать более конкретную информацию о характере угрозы, исходящей от Сареза. Но отец Кадама сказал, что мы сами должны увидеть озеро, ради которого проехали такое огромное расстояние. А когда увидим, то сами все и поймем. Но нам одним не пройти. Дорога к Сарезу очень непроста и идет через горы. Оставшиеся 25 километров придется идти пешком. В помощь мы взяли местных проводников. Один из проводников объяснил нам, что сначала идти придется вдоль русла реки, а потом подниматься высоко в горы. Эти быстрые прозрачные воды вытекают прямо из Сареза. Путь вдоль реки Бургаб занял более 3 часов. Совсем скоро мы должны будем оказаться прямо перед Сарезским озером. Река, вытекающая из него, рано или поздно приведет нас к цели. Мы обратили внимание, что ущелье, ведущее к озеру, постепенно сужается, и его стены становятся все круче и выше. Необычное зрелище. Примерно метров через 500 Бургабское ущелье словно обрывается. Перед нами то ли обвал, то ли оползень, но откуда-то река должна вытекать. Значит, это начало завала, да? И нам все время вверх. Вот и начался основной подъем к озеру. Перед нами возвышается почти отвесная стена, сложенная природой из огромных глыб. Мы поднимаемся вверх. Начинаем чувствовать нехватку кислорода. Легкие словно сжигает огонь изнутри. А подъем становится все отвесней и опаснее с каждым шагом. А сколько еще примерно впереди? Сколько нам подниматься по высоте? Дальше далеко еще есть. Там. Сколько? 100, 200, 300 метров? 300 или 400. 300 или 400 еще выше. Да, еще выше, да. Значит, высота общей завала, вот примерно это такое расстояние, вот от речки, да? Да, от речки воды это больше. Там внизу было 2600 около реки. Сейчас я смотрю 3000. А там вот, дальше дальше озеро. Вот сейчас, до озера вот 3400, там 3300, 3400. 3300. Уровень озера. Дальше еще будут какие-то ярусы? 3 яруса еще, если вот это один это прошли. Первый ярус. А что дальше еще второй, сколько? дальше еще двое, трое еще, если надо подняться. Ну, много нам еще надо ехать.
И весь завал состоит из такого битого камня, Да, да? такие вот развалины. Но по таким камням сложно будет идти. Чем выше, тем труднее. С каждым шагом идти становилось все сложнее и сложнее. Подъем продолжался уже несколько часов, и сил почти не осталось. Мы идем над страшными пропастями и резкими обрывами. Завал, казавшийся снизу совсем небольшим, мы преодолеваем уже более 6 часов. Идти приходится медленно и осторожно. Здесь часто бывают камнепады. Постепенно мы стали подниматься на высоту снежных пиков. Для нас полной загадкой было, как наш проводник Мардона выбирает дорогу среди похожих скал и каменных холмов. Как ни старались, мы не смогли увидеть даже намека на тропу, по которой шли все время. Шел 7-й час подъема, когда мы вышли на одну из вершин. Перед нами открылось неожиданное и в то же время долгожданное зрелище. Мы нашли Сарезское озеро. Нам это удалось. Следующий рассвет мы встречали уже у озера. И сразу же приступили к обследованию местности. Когда мы поднимались, то, несмотря на усталость, нам стало понятно, что вся эта необъятная горная круча была своего рода каменным мешком, скорее всего, появившимся после очень сильного землетрясения. Раньше мы уже видели нечто подобное в других горных районах Таджикистана. Вот этот гигантский треугольник за моей спиной точно указывает на то место, откуда в результате землетрясения откололась огромная 5-километровая часть горы, обломки которой и образовали этот завал. Именно землетрясение, скорее всего, вызвало обвал и перегородило ущелье. Но это должно было быть очень сильное землетрясение. Мы связались с Москвой, чтобы узнать, не было ли зафиксировано примерно в начале 20 века череды мощных подземных толчков в этом регионе. 18 февраля 1911 года в 23 часа 15 минут датчики сейсмологической станции в Пулково под Санкт-Петербургом зафиксировали начало сильнейшего землетрясения, локализованного в районе Памира. Магнитуда землетрясения была оценена в 7,4 балла по шкале Рихтера. Предположительный размер эпицентра составлял 75 квадратных километров. Более точно установить район катастрофы не удалось. Теперь мы поняли, откуда появилось озеро. В результате землетрясения была перегорожена плотиной горная река или даже несколько рек, и вода постепенно стала собираться в озеро. Именно поэтому Сареза не существует на картах XIX века. Но откуда-то река
вдоль которой мы шли, должна была вытекать. Мы были не так далеко от места, где, по нашим расчетам, она должна была начинаться, и отправились туда. Для этого нам пришлось спускаться вниз почти по отвесным скалам, на каждом шагу рискуя жизнью. У нас есть возможность наблюдать редчайшее природное явление. Судя по всему, здесь происходит процесс фильтрации воды из сореза. Это означает, что воды озера нашли подземный проход под завалом и просачиваются наружу. А ведь расстояние отсюда до сореза около 2 километров. Только теперь мы осознали, наконец, ту огромную опасность, которую таит в себе Сорезское озеро. Надо только представить себе эту огромную массу воды, сдерживаемую на высоте более 3 километров над уровнем моря естественной плотиной, чтобы понять, какие чудовищные последствия могут ожидать нас в случае ее прорыва. На следующий день к озеру поднялся полковник Кадам. У нас накопилось к нему много вопросов. Самое опасное, прорывоопасное место – это правое промыкание. А в каком месте фильтрация происходит? И вот именно фильтрация тоже происходит в правое промыкание и самый нижний часть завала. И с этой точки зрения тоже есть опасение, что, может быть, промывает внутри это и произойдет оседание. То есть, получается, что эта часть завала наиболее непрочная и рыхлая, если через нее фильтруется вода. Полностью структура завала не изучена. Но так можно делать вывод, так как фильтрация происходит именно в этой части, значит, сами слабые и рыхлые части это завала. Наши невероятные предположения стали подтверждаться одно за другим. К тому же выяснилось, что никто не знает, что находится внутри завала и какова его структура. Если внутри под этим завалом, чья структура совершенно не ясна, находятся огромные глыбы льда или полости, к которым в любой момент может подобраться вода, то не исключено, что весь этот многокилометровый завал будет подмыт изнутри. В нем образуется естественный канал, по которому вода из сореза может устремиться вниз. Тогда мы спросили полковника о глубине и размерах Сорезского озера. Эти цифры потрясают. Примерно 70 километров длины и в среднем около 500 метров глубины. То есть 19 миллионов тонн воды. И всю эту мощь сдерживает только естественная преграда. Но Кадам рассказал нам, что есть еще одна угроза. Вот сейчас мы приближаемся к правобережной опознанию склон. Это еще своеобразное узкое место. Вот это как раз и есть тот самый страшный возможный оползень. Да, вот мы как раз находимся напротив вот этого правобережного опознанного склон. Это оползень, который может вызвать в случае, если его пойдет в озеро, вызвать прорыв сореза, Сорезский завал в самом нижнем части завала. Если в результате землетрясения или просто оползня, если она сползет в озеро, в районе завала, вот где самый нижний правое промыкание, это самая нижняя часть завала и самый слабый. В районе завала образуется волна около 100 метров. То есть волна просто легко перехлестнет через завал. И вот это, о чем мы сейчас говорили, самая слабая часть, рыхлый часть завала, может смыть. Итак,
Теперь нам известны как минимум две опасности прорыва Сарезского озера. Это завал, который в любой момент может быть подмыт изнутри водами озера, и оползень, который при малейшем сотрясении почвы может упасть и вызвать цунами. Под этим натиском плотина не устоит. Камни, смотри, как они неустойчивые, все такие-то. Если по них ходить вот по этим, например, большим камням, да, они рассыпятся. Рассыпаются вообще. Так как это нижний часть, низко может волной ее смыть. Самый этот большой объем фильтрации вот в этой зоне происходит. Мы медленно шли вдоль берега и рассматривали завал. Теперь он не казался таким уж нерушимым. Прозрачная вода Сарезского озера была чрезвычайно опасна. Мы понимали масштаб возможной трагедии, но еще не осознавали ее конкретных последствий. Для этого мы собрали все данные о глубине, объеме озера, его уровне над равнинами и городами Средней Азии и отправили все эти сведения в Москву, чтобы просчитать модель развития событий в случае прорыва Сареза. И вот какой ответ мы получили. В первые 5 минут волна высотой в 50 метров, двигающаяся со скоростью около 300 км в час, сметет на своем пути все населенные пункты Бартангского ущелья. Через 10 часов 30-метровая стена воды обрушится на равнинные районы Таджикистана, неся с собой сель и камни общей массой в несколько миллиардов тонн. Вся эта часть Таджикистана будет полностью уничтожена. Дойдя до Шаартуза, селевая река раздвоится. Один рукав пойдет по Каракумскому каналу до города Мары в Туркменистане, другой двинется далее по Амударье и затопит все прибрежные земли Узбекистана до Арала. Всего затоплению подвергнется территория, на которой проживает более 5 миллионов человек, 370 тысяч из них в Таджикистане. Именно это может произойти, если не принять никаких мер к обузданию стихий. Правительство Таджикистана, как мы выяснили, всерьез озадачено проблемой Сареза. Но ему требуется помощь международных организаций, чтобы предотвратить возможную природную катастрофу, которая может оказаться одним из самых страшных стихийных бедствий 21 века. Сарезское озеро на Памире, безусловно, является одним из самых красивейших мест на Земле. И оно же таит в себе страшную угрозу гибели миллионов людей. Сейчас озеро совершенно спокойно, но это обманчивое затишье. И любой момент может обернуться одной из самых разрушительнейших природных катастроф в истории человечества.